في دياجير الظلام في دياجير الظلام في دياجير الظلام بين آهات الكلام في صراخ الطفل لما بيته أضحى ركام سرت أستجدي صحابي في حمى البيت الحرام لا أرى في الناس جدوى غير تطيير الحمام في دياجير الظلام بين آهات الكلام في صراخ الطفل لما بيته أضحى ركام. Я еще хочу по этому поводу сказать еще один пример, чтобы вы знали, как вас обманывают. Один пример про Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. Вы все слышали, он наджди, даже. И все слышали хадис пророка саллаллаху. И оттуда выходит рога шайтана. Да, Аллах правильно. Хадис достоверный, Бухари передает. Братья, узнайте, у нас есть две наджди. Наджд в Ираке и Наджд в Йемене. Наджд в Ираке, Ирак на востоке. То есть, если ты будешь в Мадине, лицом Каабы, Ирак на востоке, а на западе Йемен. Пророк саллаллаху сказал: Аллахума барик лана фи Йеменина. Чтобы спустил баракат Всевышнего на Йемен, он дуа сделал. Потом ему сказали: ва Ирак и наш, сделайте на Ирак. Он говорит: нет, оттуда выходит рога шайтана. Ибн Абдул-Вахаб из Йемена, он из Ирака. Понимаете, вот так нас обманывают. Он из Йемена, йеменец он из Ирака, он из Йемена. Но сейчас вопрос, сколько из нас знает, что есть две наджды, наджд в Ираке и наджд в Йемене? В хадисе пророка саллаллаху алейхи ва саллям, что рога шайтана выходит наджда, он сказал на востоке, в Ираке. Но кто это знает? Ну, это очень мало, кто знает. Но эти люди так нас обманывают, братья. Поэтому старайтесь соблюдать сунну пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Принимайте людей, когда они прям передают то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям. И комментарии для этого хадиса, которые сделал Абу Бакр, Шафи'и, Малик, Ахмад, из подвижных пророков саллаллаху алейхи ва саллям до них. А то, что после этого оставляем этому человеку. Альхамдулиллахи раббил аламин. Вот Мекка, вот Медина. Вот точка. Этот Неджд. Еще раз. Вот Мекка. Мекка. Вот Медина. Вот Неджд. Теперь давайте посмотрим, где находится Ирак. Вот, смотрите подряд. Вот идет Мекка. Дальше идет Медина. Ирак идет прямо позади Медины. Не к востоку, а прямо позади Медины. То есть прямо к северу от Медины. А вот непосредственно где находится Неджд в Саудовской Аравии. Вот он. И когда мы говорим, что откуда появился ваххабизм, ваххабизм появился и распространяется непосредственно из Неджда Саудовской Аравии. Далее, это эта же тенденция, в принципе, сохраняется по сей день. Вплоть до того, что 4 из 5 имамов хатиба в Мекке, еще, по крайней мере, пару лет назад, были непосредственно из Неджда. И далее, мы когда говорим, что посланник Аллаха, алейхиссалям, говорит: вот у нас, имеется в виду, видите, сверху идет Северный полюс, снизу, естественно, Южный полюс. И опять-таки, вот, получается, с эту сторону у нас идет что? У нас идет непосредственно Восток.
И когда посланник Аллаха алейхиссалям указал в сторону востока и сказал, оттуда появится этот фитна. А когда мы говорим, что если бы посланник Аллаха алейхиссалям говорил бы об Ираке, он должен был бы показать не на восток, а должен был бы показать на север, прямо назад. Понятно же? Дай Аллах нам силы и способности увидеть истину истиной, а ложь ложью. Ассаламу алейкум. Уважаемые братья и сестры, подписывайтесь на наши интернет-ресурсы